Вот что надо понимать в этих старых домах? Дело в том, что дом делился на три части. Часть нижняя – это часть потустороннего мира. Самое интересное, что в ней еще была такая, в кове домов такая интересная традиция, она зафиксирована только в устных рассказах, что под домом хоронили. Вот, под домом хоронили. Кого? Могли захоронить самого старого человека, как он умер, хоронят, потом строят дом, прямо на его могиле. То есть вот такая вот была традиция. А могли захоронить недавно умершего ребенка. То есть могли захоронить и на нем строить дом. Считалось, что он защитит дом. И поэтому вот эта нижняя часть, вот этот голубец нижний, он и хозяйственный, и для хранения, все такое, но это потусторонняя сила. Это потусторонний. Безусловно, что вот верхняя часть, это часть все-таки такая, как бы божественная, это часть верхняя, верхний мир и тому подобное. И вот очень интересно, что крыльцо, как бы человек должен был проникать в разные части мира по-разному. Он мог проникать в нижний голубец, была отдельная дверь, что он должен проникать. Либо еще, это очень, кстати, старая традиция сохранилась в коме домах, вход в голубец делался прямо в доме, за печкой. То есть за печкой я мог проникнуть в этот самый нижний мир. Вот. Вот я в некоторых домах здесь видел, что вход был снизу, вход в голубец, в нижнюю часть дома, снизу входится. И вот это поднятие вверх, ты поднимаешься как бы в центральную жилую часть дома. Вот. А уже поднятие наверх, оно происходило по-разному. Иногда это было отдельно. Я вам сейчас приведу к одному дому, где вот это вот поднятие наверх, божественную часть, верхнюю часть, она там отдельно выделена. Я нигде такого не видел. Вот. В других городах было такое, но у нас это я вот один только дом нашел с таким необычным попаданием на чердак. Ну вот, друзья, это я вам говорил, что я еще пару таких домов видел с балконом. Вот. Понятно, пятистенок, в пятистенку делается пристройка, вход снизу. Вот, тоже, скорее всего, поднимающийся куда-то туда. Но здесь сделан балкон, но он обшитый. Вот, вот такое необычное решение, тоже, так сказать, чисто классическое. Все остальное классическое, но наличие балкона само по себе такой привет из далекого времени. Вот. Ну да, это такая же попытка тоже что-то такое сделать, небольшой какой-то такой балкончик. Но здесь более яркая такая. Потом я еще один там дом видел, может быть мы до него добредем. Еще кроме пятистенков была культура шестистенка. Вот перед вами такой вариант шестистенка. Значит, в чем здесь элемент? Дело в том, что вообще в традиционной коме и северо-русской избе обязательно наличие летней и зимней части дома. То есть летние живут летом, там нету печи, а в зимние живут зимой, потому что там есть печь. Но чем она еще интересна, летняя часть считалась парадной. Вообще туда гостей принимали, а жили и спали в зимней части. Вот такая летняя часть парадная. И поэтому вот, очень часто можно наткнуться на пятистенок, когда 4 стены дома и одна стена пересекает, разделение на летнюю и зимнюю часть. Но были еще шестистенки. В чем их элемент? Дело в том, что вот эта центральная часть, она не жилая должна быть. Это потом из них уже стали делать жилые части, превращать в отдельные комнаты. А так она была не жилая. Это был такой хозяйственный простенок. То есть люди могли из летней перейти в зимнюю через такой как бы проход. И иногда можно наткнуться на такую интересную штуку. Стоят два дома рядом, двускатные, а между ними такая маленькая простройка, через которую можно проходить. Вот два дома построены, но лучше всего делали именно так. Ставили под единой крышей. Вот. Но это не классический вот шестистенок вот с таким проходом. Это, видите, четырехскатная крыша, у них обычно двускатные крыши. И поэтому центральная часть, вот эта проходная, которая как хозяйственная использовалась. Но их можно увидеть, вот если вы пойдете в какую-то деревню, увидите такую же вот конструкцию, да, когда две стены стоят посредине, то надо посмотреться к печам. Сейчас обе стены, обе и летние, и зимние части обычно торчат две трубы. Вот здесь, видите, 3 трубы торчат. То есть труба в одной части дома, труба в другой части дома, и еще этот маленький простенок тоже отапливается. То есть, скорее всего, это отдельные комнаты, все.
То есть это уже переделано под город, город же требует пространства, куда-то людей надо заселить. А так обычно торчала одна труба в зимней части, все остальное не отапливалось. Летняя часть, пожалуйста, неотапливаемая, а одна часть все-таки отапливаемая. А здесь это уже такой современный вариант. Еще такая была интересная вещь, что к срубу уже готового, там, 5-стенка или 6-стенка, приделывали еще один сруб, чтобы нарастить количество комнат, чтобы еще больше. Вот здесь вот этот дом и тот дом, вы можете сами посмотреть, они выстроены в такой Г-образной форме. У них получается, если сверху посмотреть на этот дом, он как буквой Г стоит. Вот, то есть был сруб, был там, я не знаю, 5 стенок. К нему пристроили еще один сруб, прям буквально пришили. А там вот, насколько оттуда видно, там даже уголки видны, которыми пришили. И их поставили под единую крышу. Но это уже просто не хозяйственные постройки, это уже жилые постройки. Попытка расширяться, попытка пристроить. Но это уже Сыктывкар уже второй половины 20 века. То есть появились такие необычные дома. Вот, и я так ходил по Сыктывкару, иногда натыкался на такие вот Г-образные дома, которым пристройка была сделана. Вот. Но это, так сказать, уже появляется общая культура таких вот этих самых домов. И, ну и, безусловно, в эту пристройку крыльцо ведет. Вот, ну, вот такой вот отдельный дом. Вон, видите, мезонин, но это новая форма уже мезонина. Видите, там вон пристроились. Так что, друзья, собственно говоря, на этом все.